Сегодня прошла официальная церемония закрытия военно-спортивной игры «Зорница». Здесь присутствовали высокие гости, полпредпрезидент России в СКФУ Сергей Меликов и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Последний, к слову сказать, буквально накануне продемонстрировал отличное время сборки автомата. Итак, уже есть итоги, есть победители. Первое место заняла команда Ставропольского края. Зарема Ивлоева с подробностями. 7 субъектов СКФО, 200 участников, более 20 команд и 3 дня бесперерывных состязаний. «Зорница-2016» в очередной раз доказала, что на Кавказе воспитывают самых крепких ребят и Родина в надежных руках. На торжественную церемонию закрытия игры прибыли полномочный представитель президента в СКФО Сергей Меликов, глава региона Юнусбек Евкуров и герои России. Для гостей провели экскурсию. Им рассказали, как проводили эти 3 дня участники военно-спортивной игры. Каждое утро подъем, построение на зарядку. Вечером, соответственно, как подразделение, построение на вечернюю проверку, прохождение списка каждой команды. Надо отметить, что многое для игроков здесь было в новинку, ведь половина участников не воспитанники военных учебных заведений, а ученики обычных средних школ. Гости также попали на поле боя, здесь проходила игра «Лазертаг». Ну а уже на плацу началась официальная часть закрытия, где ребята показали высокое военное мастерство. Выступая перед собравшимися, Сергей Меликов отметил, что на этих ребят возлагаются большие надежды. Ведь именно они должны быть опорой не только Кавказа, но и всей России. Сегодня это может показаться фантастикой, но я больше чем уверен, и сейчас вот в неформальной беседе мы об этом тоже говорили, среди вас есть и будущие генералы, и будущие герои. Поэтому мы, вот люди, которые отдали не один десяток лет воинской службы, видим среди вас этих ребят и уверены, что так оно и будет. Сергей Алимович правильно вам говорит, что среди вас есть те, кто будет защищать Родину. Мы можем, конечно, всегда мечтать о мирном небе над головой, но никто не застрахован. Вот эти игры, они призваны для того, чтобы вы, глядя на вас, другие молодые ребята, мотивированно готовились, в том числе к мужской профессии, защищать свой дом, свою республику, свою страну. Здесь же были подведены итоги соревнований и объявлены победители. Первое место – Ставропольский край, второе – Кабардино-Балкария и третье – Ингушетия. Но кадеты Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цыроева, которые лидировали несколько дней, не согласились с таким финалом. КБР, который занял второе место, оно было вроде достойно, но мы должны были занять первое место по-любому. Как бы то ни было, для тех, кто болел за наших кадетов, они останутся лучшими. Тем более, что у ребят будет возможность вернуть свой титул лучших на Зорнице 2017. Главное, что десятки молодых людей, которые разъехались по своим регионам, еще больше полюбили военное дело и нашу республику. Непривычно было в столь раннее время вставать. А так, здесь хорошая природа, места очень красивые, вот особенно по пути в Ингушетию. Красивый вид на горы был. Ну, у нас тоже там, где мы живем, есть горы, но такой красоты мы не видели еще. Настроение отличное. Зорница тоже прошла очень весело, нам очень понравилось, все на высшем уровне. Где-то проиграли, где-то были лучшие результаты, где-то хуже. В следующем году постараемся лучше. Половина нашей команды уже появилось желание поступать именно в военные институты, высшие учебные заведения, именно военные. В казарме жить понравилось. Организаторы обещают, что в следующем году Зорница будет еще масштабнее. А в скором времени, как отметил Сергей Меликов, Зорница СКФО станет заразительным примером для всех регионов нашей большой страны. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.